Начали! Закрепить. Леонид, он потихоньку спускается. Не спеша он, да. Не спеша, да, медленно, но уверенно. Здесь абсолютно неровный рельеф, что усложняет спуск. Так, так, и вот отсюда уже можно начать прыжки. Можно начать отталкиваться ногами, вот так. Все верно. Итак, есть касание земли, отстегиваемся, кричим «Веревка свободна» и передаем эстафету следующему участнику. Веревка свободна! Давай вперед. В смысле через карабин, я не понял. Сейчас помогут. Я сейчас покажу. Так же, да? Да, Мгм. все то же самое. Только за нее не заводи, и вот так зацепляй за карабин. Сразу закрепиться. Сразу за карабин. Да. Сейчас. Ух ты. Леонид, у вас первый опыт, скажем так, боевого спуска? Абсолютно первый. Ну и как ощущение? Было ли страшно или не успел просто страх накатить? Даже поднять не успел. Что случилось? Вроде как пошел, и все, стена уже вроде кончилась. Ну, опыт очень интересный, занимательный. Мне понравилось до ужаса. Я бы сделал бы еще бы, наверное, несколько и со склона повыше какого-нибудь. Видите ли, что прыгать я уже здесь начал. Да, в ну, то конце бишь только почти. включился более-менее в процесс. Немножко неудобные перчатки. По ним веревка не скользит так, как могла бы. Ну, в целом, опыт очень хороший, интересный. Мне очень нравится. Здорово, классные впечатления. Вот так вот Идет один Элизар, Шире можно ноги. затягивает людей. Давай. Вот, видишь? Молодец. Отклонись маленько назад еще. Ноги под 90 градусов к стене. Вот так, вот так. И руку за таз. Красава. Так, еще пару прыжков, касание земли. Теперь нужно отстегнуться и крикнуть «Веревка свободна». Мы зафиксируем время. Веревка свободна. Итак, 3 минуты 32 секунды. Это время двух участников семьи Солкиных. На этом испытание спуск наконец-то завершено. Одно из самых напряженных, потому что стоя здесь испытываешь такие же эмоции, как люди, спускающиеся по веревке. Какой-то адреналиновый такой всплеск, зрелищность. В общем, это испытание, по-моему, действительно одно из самых сложных, хотя и очень-очень быстрых. Как сказали участники, они не успели почувствовать ни чувство страха, ни выброс адреналина. Что ж, это говорит о том, что следующее испытание спуск нужно сделать еще на более высокой дистанции, чтобы метров со 100 они спускались и успели прочувствовать все то, что так им не хватило сейчас. С соблюдением всех норм. Безусловно, да, безопасность — это основа основ, это одно из основных принципов нашего проекта, поэтому все ребята снабжены необходимыми инструкциями, снаряжением, обеспечивающим полную безопасность на трассах. Так, ну сейчас Елизар завершил этот этап. Уже здесь мы заканчиваем. Впереди еще испытания. Это еще не завершающее, но можно сказать, что самый высотный. Настолько впечатляющий, что не все участники даже смогли подняться сюда. То есть, ну, понятно, что страхи бывают разные. И, конечно же, боязнь высоты — это один из таких, который очень сложно перебороть. Вот, ну, все это, конечно же, учитывается. И даже организаторы сделали небольшую поправку. То есть здесь в зачет идут 2 члена семьи. Однажды Олег Бойко рассказал мне историю обнаружения этого места, которое начинается со слов: «Сижу я как-то на еланке в позе орла». Было такое, да? И
чуть чувствую, говорит, веет холодом. Да. Ледяная пещера. Двухкомнатная. Кто хочет замерзнуть, сюда идите. Сейчас мы начинаем очередной этап нашего семейного соревнования «Тур-слет всей семьей». Сейчас у нас предстоит сложный, в меру сложный, но очень интересный, быстрый конкурс по вязке узлов. Дело в том, что узлы – это основа всего туристического быта. От того, насколько правильно и красиво вы завяжете узел, зависит не только ваше удобство, комфорт, но порой и безопасность, а может быть даже жизнь. Две семьи сейчас будут вязать узлы, которые они все это время учили, отрабатывали. Посмотрим, насколько у них это получится. А кто первым приступит к этому заданию, мы выберем с помощью старой детской игры «Камень, ножницы, бумага». Итак, попрошу представителей детей, наверное, подойти сюда. И простым движением руки «Камень, ножницы, бумага» мы выберем тех, кто будет первым приступать к этому заданию. Правила игры, наверное, знаете, да? «Камень, ножницы, бумага». Кто победил, тот первым вяжет. Итак, раз, два, три. Ну вот так вот. Так, так. Ого, смотрите, какой синхрон. Есть! Итак, семья Филипповых начинает вязку узлов первым. Вставайте вот сюда. Вот Сами шаги от узла. Где Стас? Где Вот Стас? так вот, да, чуть-чуть назад. Все прекрасно. Так, Ну, секундочку. приготовились. Да. На видео, да? На старт. Внимание. Марш. Началась вязка, как обычно, это очень зрелищно. Вот, смотрите, уже мы не успели даже подойти и начать съемку, как уже участники завязали узлы. Эти узлы, этот конкурс, он у нас входит в традиционный цикл турслета. И вот, смотрите, вот уже у нас... Все, останавливаем время, стоп. Есть 22 секунды. 17 десятых. А теперь самое важное, проверка узлов. Том Тубай, правильно. Зафиксируй, пожалуйста. Навеканий нет. 22 секунды 13. Евангельский узел классический, правильный. Конечно, было бы отлично вот здесь. Так. И вот здесь уже есть одно навекание, перехлест. Вот. Это влияет на красоту или все-таки на надежность узла? На надежность. Значит, это серьезное замечание. Да. Ну, вообще говорят, что красивый узел – это надежный узел. Вот так должно было быть. Как мы видим, это очень динамичный конкурс. Буквально сколько там, полминутки прошло для того, чтобы его завершить. Но здесь важно не только быстро это сделать, но и правильно. Смотрите, одна маленькая ошибка, перехлест веревки и уже штрафной балл. Сейчас посмотрим, как с этим заданием справится следующая команда. На старт. Внимание. Марш. Целый шаг был сделан до рубежа узлов. Это 0,0001 тысячная секунды. Опа, раз. Опа, два. И опа. Внимание, сейчас будет перевязка узла. Все правильно, лучше переделать. Так. Ловким движением руки, точнее двух рук. Узел готов. Вешаем на бампер. Стоп. 28 секунд 11. А теперь разбор полетов. Теперь разбор полета. Так, Вот это уже Том Тубай. баллы. Навеканий нет. Так, ура! Уже команды радуются. Так, Евангельский узел. Ну тут, скажем так, сразу, это не тот узел. Так, ошибочный узел. И Здесь вообще навеканий нет. Все. идеально. Да. И таким образом получается у Ну, нас по одной опять-таки ошибке один каждой штрафной балл. команды. Да. То есть Сейчас будете играть только время, да? по правильности вязки узлов, да, очки одинаковые, время мы зафиксировали, это повлияет на конечный результат, конечно. Ну что ж, друзья, этот быстрый, динамичный экспресс-конкурс закончился. Хочу лишний раз упомянуть, что, смотрите, это традиция вязать узлы на бампере моего автомобиля. Ничего личного, просто так сложилось. Поэтому конкурс вязки узлов традиционно проходит вот здесь, вот в этой локации, на этом белоснежном бампере. Кто знает, может быть, зимняя вязка узлов тоже пройдет там. Итак, сейчас нас ждет еще пара интереснейших испытаний. Сегодня дикий ветер, поэтому одно из них, даже, наверное, оба, будут крайне сложно выполнимы. Кто-то назовет меня паспортун, но я больше ассоциирую себя со старцами, с форта Боярд. И у нас очередные 50 метров, скажем так, в сторону скал.
И следующее задание. Все мы помним, как пацанами, детьми мы делали самодельные луки, да? И на самом деле, вот насмотревшись фильмов там про Робин Гуда и так далее, Про все индейцев. делали, про индейцев, все делали. Тальника было сгублено огромное количество. И состязались мы, ну ладно, там кто в цель попадет, это одно, да? У кого воткнется, это второе. Но основной критерий был все-таки дальность. Дальность стрельбы, Дальность конечно. стрельбы. Этот же самый принцип мы сейчас и включим в очередное задание для наших участников, которое будет, ну, мало ли в лесу, там, зайца подстрелить, хомяка, суслика и так далее, которые огромное количество, кстати. И, кстати, да, еврашка съедобна. Еврашка съедобна. Это доказывает передача нашего телеканала. В частности, в прошлых сезонах была программа «Просто вкусно», где, внимание, готовили еврашку по-верхоянски. Обалдеть. Ну, вообще, в целом, наверное, все, что бегает, двигается, оно в какой-то мере съедобно, по крайней мере, не даст вам умереть от голода. Но вернемся к теме нашего соревнования. Лук – это одно из самых основных первобытных орудий, даже, может быть, оружие поражения. И сейчас нашим командам предстоит в эфире, можно сказать, под чутким, пристальным наблюдением видеообъективов изготовить лук. Причем конструкция может быть любой, да? Любой. И луки ведь подразделяются на спортивные, боевые и так далее. Монгольские. Любой, монгольские, да. Любой вот лук, который все мы делали в детстве. Ну, назовем это пацанский лук. Пацанский лук, да, Пацанский дворовой лук, да. пацанский лук. Да. У них будет 3 выстрела, насколько я понимаю. По 3 стрелы, По 3 и стрелы. По дальности, скажем так, самой дальняя, да. дальней стрелы будет определен победитель. Это такой, еще раз, турслет это больше, чем туризм. чем туризм. Нет, на самом деле, еще раз, познавательного элемента очень много, но должен быть и момент такой забавы, момент Да. баловства, шалости, веселья. И вот как раз этот этап и вот это само собой подразумевает. Мы стараемся чередовать серьезные и сложные этапы, где нужна сосредоточенность, ответственность, с такими веселыми, ребяческими, как сказал Дима, этапами, где можно просто побаловаться. Сегодня очень сильный ветер, вот прямо сейчас поднялся, поэтому если мы будем стрелять против ветра, возможно, у нас будут жертвы, но мы будем стрелять по ветру. Таким образом, у команд будет шанс увеличить расстояние полета стрелы. Скажите, пожалуйста, делали вы ли в детстве луки, стреляли ли из лука? Вот для девочек это может быть не совсем типично, мальчики-то понятно, а вот лично, Альбина, как у вас сложилось с луками? Лично я в детстве не делала Так. луки, но я стреляла из рогатки. Мне рогатки Уже делали хорошо. соседские мальчишки. У меня братьев нет, мы одни девчонки в семье. Поэтому приходилось пользоваться готовыми Да. рогатками. Хорошо. Ну, сейчас вам ваш муж сделает лук, и можно будет спокойно тоже им воспользоваться. Почему нет? И упасть обратно в детство. Да, вернуться, так, флешбэкнуться в детство. А вот скажи, пожалуйста, в детстве делал, ну, в детстве, понятно, да, детство не так давно закончилось, может быть, не совсем. Приходилось ли делать лук из подручных средств во дворе? Да, приходилось, но они были, как сказать... Не лучшего качества. Да, 2 выстрела и все, и они ломались. Одноразовые такие луки? Да. А доводилось ли смотреть, может быть, фильмы про индейцев, про Чингачгука, Ну, вот это конечно. вот все? То есть примерно Конечно. устройство лука ты знаешь, Да. возможно, даже папа тебе делал лук, да, или сейчас сделает, это будет первым опытом стрельбы на большое расстояние. Ну, я из охотничьих луков стрелял. Ого. Поэтому, я думаю, стрельну далеко и хорошо. Потихонечку раскалывай. Не в один раз. Копытным клеем склеивай. Ну что ж, пришло время выйти на огневой рубеж и как можно дальше запустить стрелу из своего лука. Сейчас к конкурсу первыми подзывается семья Солкиных. У них, я вижу, очень качественно сделанный лук.
И облегченные стрелы. И облегченные стрелы, да. Что сыграет на руку. Однозначно. Напоминаю, что ветер просто дичайший, и стрелять мы будем по ветру, поэтому расстояния могут быть просто фантастические. Камень — это наш огневой рубеж. Нужно вот красиво, поставив ногу на камень, вот так вот стрельнуть как можно дальше. Можно просто стоять. На камне так Нет, будет так выше. будет телевизионнее. Да Так. не попадет тебе. Итак, первый выстрел! Первый Вау! выстрел, так, хорошо. Да, достойно. Следующий член семьи. Теперь Стрелы распределяет папа. Да, Кстати, да, стрелы он распределяет выдает папа, он боеприпас, выдает, да. боекомплект. Да. Так, кривая стрела, но это не кривая, это измененная геометрия стрелы специально. Да, все рассчитано, конечно. Итак, смотрим. Отличный Достаточно. выстрел. Ну, примерно соусу, да? Ну да, сейчас Соусу, да. посмотрим на выстрел мамы. Так, краткий инструктаж. Теперь прищепкой бери. Поближе к тебе. Чуть поближе. Это вот сюда. Палец можешь вот туда. Так. Итак, Сколько сможешь, иди, погнали. бах! Ну что ж, бежим Неплохо смотреть. для первого раза, неплохо абсолютно. Так, вот это, друзья, Да не, по дальнему самый концу тоже дальний втыкай. выстрел. Стрела, которая улетела из 3 дальше всех. Мы ее в виде отметочки здесь поставим, чтобы чтобы мы было понимали наглядно примерно, видно, да. Вот, смотрите, 3 стрелы, 3 выстрела, они распределились таким образом. И сейчас мы, конечно же, отсюда отойдем и посмотрим, удастся ли соперникам, второй команде, побить этот рекорд дальности стрельбы из самого лука. Вот это да, здесь прямо серьезный. Да, Серьезный лук, да. Робин Гудовский. Действительно. Так. Внимание. Смотрим. Бах! Чуть не убила оператора. Чуть не убила оператора. Фотограф застрахован, не переживайте, все в порядке. Но был выстрел сделан в его направлении, да, опасно. Так. Дальше. Прокуратура. Поближе, да, можно вот так вот, да. Вот, так стреляют настоящие индейцы. Приготовились. Ага, главное, чтобы лук не стрельнул в тебя. Обратным ходом. И изо всех сил. Бау! Это хороший результат, потому что лук тяжелый, стрелы тяжелые. Тебе придется сейчас пробный выстрел, так что... Оу! Да. И... Все, ладно, снимается. Третья попытка, да. Идя по побережью Еланки, Евгений замечает жирного суслика. Да, это не Петр Семенович, это нечто другое. И это может представлять собой не только ценный мех, но и 100 грамм питательного жиров, мяса и прочего белка, да? Шутки в сторону, Женя делает попытку побить рекорд. Она почти воткнулась, видели? Почти воткнулась. Ну, по-пацански, да? По-пацански, Просто да. на обратном пути мы сейчас наглядно увидим, кто на какое расстояние. Будем идти и собирать стрелы. Да. Ну что ж, друзья, мы находимся сейчас у стрелы, улетевшей дальше всех. Это стрела, выпущенная из лука Солкиных. главой, отцом семейства Леонидом Солкиным. Непревзойденный результат, достойный занесения в книгу рекордов. Тур слета всей семьей, я считаю. Более чем. Может быть, это даже путевка на Олимпийские игры. Итак, в этом конкурсе по дальности стрельбы из самодельного лука побеждает семья Солкиных. Ну что ж, время очередного испытания. При таком ветре, скажу сразу, это испытание будет не из легких, потому что оно заключается в разжигании костра. Но не просто в разжигании костра, а, во-первых, в разжигании костра без использования спичек-зажигалок, а во-вторых, помимо разжигания костра, нужно будет закипятить определенное количество воды. Сколько воды мы сегодня будем кипятить, Дмитрий? Мы по традиции, которую заложил Руслан Чиров, залили по 1 литру. Мы прям отмерили Мы мерным прямо отмерили, стаканчиком. да, все да. участники
являются свидетелями. Но на самом деле, смотрите, ситуация такая. Непогода, ветер, буря, кто-то на водном этапе, на водном рубеже подплывает к берегу, кто-то промок насквозь. И для того, чтобы получить живительное теплое питье, нужно вскипятить определенное количество жидкости. То есть ситуация, она вполне такая жизненная. Жизненная, да, она вполне может произойти с каждым из вполне нас. может произойти. И мы обыгрываем эту ситуацию. И еще раз, спички промокли все насквозь, потому что взяли не охотничьи, а, скажем, обычные гражданские спички. Спички промокли насквозь. Курящих на борту, как и должно быть, нет. Чем обычно выручает такой набор выживальщика, который включает в себя огниво с кресалом, да. И хороший турист в непромокаемом пакетике берет с собой труд. Или в составе аптечки бывает вата, которую можно использовать в качестве трута, для разжигания огня. Теперь ставим задачу нашим командам. Команды, у вас абсолютно одинаковые плоские котелки, в которых измерено по 1 литру. Задача составить всей команды, только небольшой, скажем так, кросс. В ту сторону двигаемся, собираем все, что может пригодиться для костра, то есть сухую древесину. Приносим обратно. Здесь на террасе устраиваем еще раз. Поскольку ветер у нас вот с той стороны, можно располагаться перпендикулярно ветру. А я думаю, Дим, мы сделаем так. Мы сейчас возьмем каждый по котелку и поставим их на то место, где будет у каждой команды... Это Филипповых, это Солкиных, да? Смотрите, сейчас мы обозначим котелками места будущих очагов, чтобы было по-честному. Выберем сейчас местечки. И после того, как дадим старт командам... Смотри, вот я перпендикуляр. предлагаю, вот перпендикуляр. Вот здесь, как раз. Вот у тебя, например... Не-не-не, ты чуть сюда. Давай вот так, да. Да, чуть сюда. Вот здесь например, будет... Да, а вот здесь будет один очаг и здесь второй очаг. Используется нож, топор. Общее решение — это огниво кресала и труд общий, который, каждый возьмет сколько нужно. Жень, даем старт, и на старт. Внимание! На старт, внимание! На старт, внимание! Марш! Побежали устраивать костер. Да, а мы останемся здесь, скажем так, на базе. Для того, не будем бегать, потому что Женя в прошлом году набегался, он 8 километров будем бегать, да. Пусть они побегают сами, мы здесь Самое интересное начнется тогда, когда они, смотрите, Солкины разделили функционал, да? То есть один из них делает очаг, подбирается стоечку, он под размер ширину котелка. и так далее. Смотри, чтобы не опрокинулось, Леня. Мама принесла дровишки. Так, мы не видим пока Филипповых. Они, по-моему, всей семьей устремились на сбор дров. Вот, смотрите, как искрит. Так, труд пошел. Есть огонь. Огонь уже добыт. Маленькие веточки, все по фэншую, по туристическому фэншую, я бы сказал, да? Совершенно верно. Здесь очень быстро уже пламя появилось. Так, сейчас главное, чтобы этот огонек не погас, не зачах огонь. Бегут Филипповы обратно. Бегут с дровами. Здесь уже у нас костер на камнях, на импровизированном очаге полыхает. Я думаю, самое время сбегать нам за дошираком, потому что сейчас мы уже сможем его заварить через пару минут. Петр Егорович, тут горит уже. Вот бегут уже родители. С отличными дровами. Вот это отличный, правильный можжевельник. Так, сейчас отойдем, да. Нужна подветренная сторона. Так, вовсю искрит. Но пламени нет. Похоже на бенгальские огни, да, пламя вот-вот появится. Вот, оно уже появилось. Появилось пламя. Сейчас займется можжевельничек.
Чаще делай, Стас. Да. Все, огонь появился. Теперь главное его не утерять. Отличный можжевельничек тут у нас. Все прекрасно. Пошли дровишки. О, тут такой дым. Так, о. Итак, оба котла у нас установлены на очаги из камней. Оба котла подпитываются веточками, дровами, можжевельником. Я вижу одно преимущество у Леонида. Он привык иметь с высокими температурами дело, да? Руки, скажем, привычные. Да, может быть. И он не боится огня прямо ему чуть ли не близко. Да. огонь руками, скажем так, раскладывать. И... Возможно, да, Да. согласен. То есть здесь специфика работы. Теперь только ждать и готовить кружечки для кофе. Как вы считаете, Дмитрий, сможем мы сейчас попить свежесваренный? Вау, это прямо такой зрелищный тоже. Да, Филипповы добавляют топливо с наветренной стороны. В то время как Солкины добавляют зелень. Возможно, они сразу чай хотят приготовить, потому что... Да, вот я что-то такое, тема потому что с вода чаями- впитывает запах можжевельника, это будет да. можжевеловый чай, Можжевеловый чай. скажем так, под закрытие сезона, да? Так, очень аккуратно. Крышка сдвигается в бок здесь сперва. Да, детстве я тоже не помню. Бурлит! Здесь кипит вода, друзья! Она прямо реально фиксируем. бурлит. Она кипит, Петр Егорович, фиксируйте это. Здесь просто настоящее кипячение, бурление воды, друзья. Вот, да, вот приблизительно вот, Все, так. бурление, да. То есть у нас разница, ну, меньше минуты, да, приблизительно? Примерно, да, 50 секунд чуть ли не. Класс. 50 секунд, класс. Еще раз. Группа поддержки из тенечка кричит, что поздравляет победителей. На самом деле мы с вами сейчас лично убедились в том, что возможно развести костер с помощью огня. Даже в такой ветер. А, кстати, ветер абсолютно. поутих. Каролина, дома часто приходится готовить? Да. А ты знаешь предпочтение папы, мамы, брата? Что они любят кушать? Да, знаю. К примеру, Валентин что любит кушать? Валентин? Да. Да все любит. Мясо любит. Мясное, да? Да. А мама? Мама рис любит. ППшница, да? Да. ППшница? Да. Ясно, хорошо. Но у нас сегодня явно не ПП, у нас такое алёпинские деликатесы. Начиная от картофеля, заканчивая сырами в одном блюде. Да. Ждем. Продукты, ингредиенты, что прям Ты, слюнь, кстати, слюни заметь, начекают. что Да. мало у кого вообще такой сет рисуется, да? И мало кто вообще в таком... Ну, именно с таким подходом, Барбекю да, стайл, да. да, то есть, чтобы были инструменты на все случаи. Смотри, здесь щипцы, здесь лопаточки разные, ножи, Вилочки, то есть да. вилочки, да, лопатки для переворачивания. То есть, это все для того, чтобы блюдо было еще эстетически прекрасно приготовлено. Смотри-ка, вот это что, как ты думаешь? Это насадки для... Шампуров? Ну, вот тут Или затрудняюсь. Ребят, подскажите, что вот у вас Это такое что здесь? Что такое? Это вилочки такие? Вот это вот. Может быть, даже удастся продемонстрировать. Здесь это как ну, типа, А, стоп, это как его? Шпажки. шпиговальное. Шпиговальное. Мясо, когда шпигуют, они протыкают и делают такие эти дырочки, как бы, да? Да. Но не вилками. А, протыкают. да. Типа как гриль. Мгм. А, понятно. Здорово. Шпиговальное. Набор для гриля Да. и для, ну, Мгм. для шашлыков и так далее. Шомпола, тут Да, есть наличие. мини-шампурики. А это просто я сам добавил сюда палочку. Да, кстати, чтобы очень это- удобная лопатка, действительно походная, у меня тоже такая Да, она же перемешивать. изогнутая, вот удобно. Да, именно Она легче. согласен. Она легче для... Вот это прям респект. Полуложка, полулопатка. Да, и она не прямая, а конусная. Она вот так, позволяет да, брать. под диагонали она находится вот это. Она удобно. Можно вот в таком положении размешивать. Базара нет, Не согласен. держать. Согласен, да, согласен. Да, она вот поэтому удобно. Так, сейчас мы занимаемся полевой кухней, где будем готовить для оригинальные такие блюда.
И у нас тут будем готовить алюкминскую картошку. Специально привезли его оттуда. Вот. И также будем готовить еще и добавим там сырок алюкминский. Самый такой продвинутый вот он, сыр алюкминский. Также туда добавляем мясо. Будем обжаривать, варить. И все это ингредиенты будем все взаимодействовать, соединять в конце. И будет все аппетитно и вкусно. Всегда, когда делаешь что-то ответственное, и кто-то подходит близко рядом, начинает наблюдать за процессом, руки сбиваются, начинаешь очень сильно волноваться почему-то. Рыба, вот часть мы сделали вчера, кушали с вами, а часть рыбы мы оставили специально на сегодня. Сегодня будет немного другое блюдо, но с той же рыбой. Ага. Начинаем вот так вот строить. Мы находимся сейчас у кухонного стола второй семьи Солкиных, и здесь тоже уже происходит таинство готовки, кулинарные изыски. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что же они здесь делают. Мы видим уже начищенные овощи. Здесь идет разделка рыбы. Сразу вопрос, что это за рыба, Леонид? Это таймень. Таймень, пойманный на реке Учур. Получается. Пойманный тобой лично. Так, это уже хорошо. То есть продукты у нас от первых, так сказать, из первых рук, да. Натуральные. Сейчас натуральные. Я снимаю шкурку, чтобы у нас было филе. По возможности вытащу как можно больше косточек, чтобы это елось вот просто... Это для тебя. Да, надо сказать, что я к рыбе отношусь так достаточно настороженно. Особенно вот эти мелкие кости, которые повсюду бывают в рыбе, они немножечко меня напрягают. Поэтому иногда приходится пренебрегать рыбными блюдами. Но вчера, кстати, сыновья Солкиных покормили меня отличным филе. Специально очистили от косточек кусочек тайменя, запеченного, кстати, в фольге. Это самая рыбка, это вторая часть. Вот, да, кстати, мне удалось попробовать. Это было просто божественно. И я с нетерпением жду, что же сегодня будет волшебного сделано из этого тайменя. Мы заглянули на огонек в лагерь, отдельный лагерь комфортабельной семьи Ачировых, где тоже вне конкурса идет приготовление блюда нашего этапа полевая кухня. И заметьте, что семья Ачировых готовит особый удон со свиным языком. Какие предпочтения у Руслана, у нашего ведущего? На самом деле, да. Я-то думаю, что он всегда питается только позами, как да? любой северный мужчина любит мясо. Какое? Свинину, Какое говядину, мясо? да. Оленину, может. Ну, Любое, да? любое мясо. Сахатину есть. Конечно. Оленину есть. Да. Что еще? Какой-то особенный, может какой-нибудь там... Но на самом деле то, что думают все люди, что мы каждый день позы готовим, нет, мы готовим позы только по праздникам. Бузы. Вкусное, деликатесное мясо. Как нутрициолог полевой, да, туристический, что бы ты порекомендовал людям, которые занимаются активно туризмом? Да, смотрите, друзья, в первую очередь, когда мы занимаемся активностью, особенно в жаркое время года, у нас идет сильное потоотделение. И именно с потом выходят все соли из организма, которые так нужны в сбалансированном количестве. Не зря придуманы такие вещи, как изотоники. Это метод пополнения солевого баланса. Изотоники, против вот обычного мнения устоявшегося, что их нужно пить, чтобы ускориться, чтобы получить какой-то прилив сил. Нет, это не так. Их применяют в конце похода или где-то на, скажем, на половине похода, чтобы восполнить солевой баланс. К изотоникам можно отнести воду с лимоном, можно отнести какие-то вот сбалансированные, щелочно-солевые смеси, может быть. Коктейли, да? Коктейли, да. И вот как раз то, что содержится в сайре, это фосфор. Условно, это, конечно, рыба консервированная, но тем не менее, вот зачатки изотоника — это соль, это фосфор, это какие-то микроэлементы, которые у нас в течение дня с потом вымываются. То есть нужно ориентироваться на такое питание. Конечно. Это не просто сайр за 200 рублей из пятерочки, да. Это по сути кладезь комплекс витаминов, солевых, солевых именно штук. Поэтому, когда туристы приезжают на вечерний привал, на ужин хочется солененького. Это говорит о том, что у нас соли вымылись из организма. И вот борщ, супчик, жиденькое, то, что мы принимаем,
конце дня, это нужно подсаливать активнее, потому что нужно восполнить солевой баланс. Сало ты поджарил. Варим, кашеварим, колдуем. Алюкминский сыр. Картошечка у нас на углях. Здесь у нас салатик замечательный. Вот. Ну и чайничек тоже уже в процессе. Друзья, наступил знаменательный момент в жизни каждого сезона турслет всей семьей, одной из фишек которого в нашем понимании есть момент такой, что семьи, они должны кормить и наших ведущих и наших членов жюри, в которые входят председатели оргкомитета и наши замечательные инструктора. Так вот, еще одна особенность нынешнего сезона в том, что у нас есть участник, который является вне конкурса. Это та-да-дам, семья Ачировых в полном составе, Руслан и Виктория. Ну что ж, на конкурс вы... Это не конкурсное блюдо, но, как бы сказать, не могли остаться в стороне от общего мероприятия, и, соответственно, вы подаете свои яства, которые... Ну, я, кстати, знаю, что у вас дети с вами тоже путешествуют, поэтому очень много таких диетических, каких-то детских моментов, которые, в принципе, должен каждый родитель придерживаться. Да? Виктория, расскажи, пожалуйста, чем ты сегодня поделишься с нашим жюри? Мы сегодня приготовили нарезку, колбаса, сыр и изюминка – это свиной язык. И приготовили походный удон. Накладывается на тарелочки членов жюри. Язык вообще. Молодец. А сыр? И сыр магазинский? Сыр с грецкими орехами. Нет, я сама делала. Прекрасное азиатское блюдо. Я впервые в походе ем нечто такое. Поход, он должен быть походом. Какие-то изыски, допустим, утка в яблоках, но это все-таки домашнее. Да? Все-таки мы более такому быстрому походному варианту. Вот, да. Ну, разрешите, значит, предложить. Сегодня у нас в меню картошка-гармошка и салат индигирка. Косточки я все убрал. Леонид старался, да. Так. Поэтому индигирка из тайменя. Ничего себе. Это немного модифицированная запеченная картошка. Она делается с грудиночкой, с салом. И все вот так вот. Красиво так выглядит. Нашей семье нынче исполнилось 17 лет. Вот. Мы очень разносторонние. Мы не любим сидеть на одном месте. Мы постоянно ищем себе приключений. Одним из наших увлечений является собирательство. Мы собираем различные травы и делаем свой чай. Какие травы мы собираем? Основа любого чая у нас это иван-чай. Мы собираем мяту, мелиссу, лепестки роз, шалфей, чебрец, помогайте, что там еще, брусничный лист. Нет, ромашки нету. Вот. И из этого всего мы делаем чай. Мы приготовили подарки. У нас подарки, есть изготовленные такой, своими руками. Это наше. Это вот от себя. Отцу семейства достается ножами. Стас, проходи. Всей семьей. Обалдеть. Ну-ка, дай. Обалдеть. Класс. Здесь фанфары. Переверни. Дочке Лине. Я долго думала и не знала, что же ей подарить. Думаю, мало ли не понравится. Линочка, это тебе. Да, это украшение, наручное украшение. Это вот как браслетики. Тоже сделано своими руками. Розовый мой любимый цвет. Это было просто божественно. Рыба, картошка, идеальное сочетание. И, конечно же, вот такой живой цветочный чай. Это прекрасное дополнение к блюду. Ну, просто нет слов.
Я тоже в восторге. Во-первых, я удивилась, что индигиркой вот назвали. Обычно же мерзлую рыбу называют индигиркой. Но в то же время она вообще потрясающая. Очень вкусная. И то, что все лимончиком заправлено. Все, как я люблю. И картошку такую мы обычно дома в духовке готовим. А тут с сальцем это просто потрясающе. Мне очень понравилось. Чай просто живительный. Семья Филипповых. Альбина, Станислав и Каролиана. Давайте вот в таком порядке. Нет? Ну, хорошо, поправлюсь. Станислав, Альбина и Каролиана. Ваша презентация. Так. Громче, Альбина. Мы приготовили для вас сегодня картофельное пюре из знаменитой алёкминской картошки с подливом. Значит, и подали вот с алёкминским сыром. Картошка нежная, попробуйте, пожалуйста. Так. Нет, действительно, пюре очень хорошее. Очень. Я сейчас сам Да. проверю. Так, ну, где проверь, где у тебя. Вот, мою дегустационную часть и сырок. Кусочек. Вот именно в этом сочетании я не пробовал еще. Потому что алёкминский сыр мы дома очень любим, кстати. Обалденное такое сочетание. Употребляйте этой девушке. Это просто меня покорило однозначно. Вот это вот картофельное пюре, салат. По-моему, это лучшее, что я ел за эти 2 дня, а может быть даже и за предыдущие все дни. Это просто бомба. Вот такой вердикт. Мне кажется, что здесь мои баллы однозначно будут отданы семье Филипповых, которые приготовили столь божественное блюдо. Десерт, фруктовый десерт. Ура! Ну, очень. Так, дегустация кончилась. Я могу взять блюдо? Кристина Викторовна, наверное, не ожидала в стенах своего белого шатра ресторанного качества блюда, которое... На самом деле, да, дегустация закончилась, мы свой вердикт вынесем чуть попозже. И я приглашаю за стол всех участников. Ачировы! Мы вот тоже, как и семья, наши друзья вот Солкины, очень активные, разносторонние, любим часто выезжать, ну, любим такой активный образ жизни. Вот, как познакомившись, так скажем, с турслетом, мы очень полюбили данный вид спорта. Вот. И у себя в Алёкминске на уровне района мы участвуем, собираем свою команду из ребят, школьников. Это вот наши дети, их друзья, их товарищи. И ставим команду. Принимаем участие каждый год. И ребята наши занимают призовые места. В прошлом году мы приезжали на республику, там мы заняли 3-е место. Большое спасибо. Так неожиданно, ребята, слушайте. Вообще так неожиданно, прям каждому участнику, члену семьи с таким подарком приехать, это вообще прям до слез. Давайте я вас еще раз. Нам приятно, что вам приятно. Ура! Я уже такой первый раз. Носите с удовольствием. Пользуйся на здоровье. В гости приедем как-нибудь. Пожалуйста, мы всегда рады гостям. Обязательно, если вы любите, звоните, приезжайте. Ну мы так далеко пока еще не ездили туда. Но если вдруг как-то заведет нас, то жизнь. Встретим там. Итак, Евгений, у нас завершается соревновательная часть 2-го сезона программы «Турслет всей семьей», в котором принимали участие семейные команды из нескольких муниципалитетов нашей республики. С организатором в этом сезоне выступило Министерство труда и социального развития республики, которые, еще раз, они являются собой, не вернее, осуществляют вот эту семейную политику, направленную на поддержку семей, на поддержку тех начинаний, которые объединяют семьи, которые делают семьи сплоченными. И философия нашего телевизионного цикла, которая подразумевает, что семьи крепнут в испытаниях, она более чем соответствует, наверное, той политике, которую проводит Минтруда. Да. Что я могу сказать? Все семьи, все зрелые, с каким-то своим определенным багажом знаний и опыта, соответственно, но некоторые из них оказались, скажем так, в тех ситуациях, которые у них встречались впервые в первый раз.
Вот, поэтому, конечно, это учитываем это. Но я понимаю, что у людей есть свой, как говорится, опыт какой-то определенный. И мы это использовали, пытались использовать для того, чтобы они выполнили те или иные задачи. Но по вопросам безопасности у меня претензий никаких нет. Все выполнялось. Дисциплина очень была хорошая в этом плане. То есть обеспечение безопасности было не только как бы моей прерогативой, но и пониманием со стороны участников. Это для меня большой плюс. То есть не для меня, а с моей точки зрения большой плюс. Что еще могу сказать? Если с точки зрения безопасности и всего, то нормально. Но еще был очень сложный переход в жару, туда, к скалам. Там тоже нормально все прошло, хотя, конечно, чувствовалась жажда, дискомфорт того, что очень жарко было, солнце. Но все выдержали очень хорошо, все испытания прошли. Я бы хотел добавить, что Петр Семенович является человеком, который воспитал огромное количество поколений туристов в Якутске, в Якутии. Он на текущий момент является методистом ресурсного центра «Юные якутяне» и продолжает заниматься любимым делом – обучать навыкам туризма, навыкам активного отдыха, альпинизма, скалолазания всех юных якутян, у которых проснулось желание заняться именно туризмом, именно скалолазанием. Да? Ну что ж, я считаю, что очень-очень классно себя показали все семьи. И смотрите, вот я являюсь автором, руководителем данного конкурса семейных команд «Турслет всей семьей». Да? Еще раз, вся статистика будет до вас доведена. То есть кто в каких моментах показал лучше, кто в какой момент показал себя, возможно, на шаг был впереди. Но правом, которым наделили меня наши соорганизаторы, я объявляю один момент. Призовой фонд этого сезона мы делим на 2 команды пополам. Побеждает, как бы это банально не звучало, да, но побеждает дружба. Впечатления только самые лучшие. Это громадный опыт. Хождение по лесу не ново, но вот именно это скалолазание, оказание первой помощи, то, что те же самые волокуши делали в первый раз. Очень большое спасибо Петру Семеновичу. Он нас наставил, показал наши недочеты. Но, как оказалось, волокуши все равно сработали. Все получилось. Это в первую очередь опыт. Все очень здорово, шикарно, все очень понравилось. Были небольшие недочеты. Я испытала себя на прочность. Оказывается, в каких-то моментах я гораздо сильнее, чем я от себя ожидала. А где-то я все-таки проявила слабость. Но опыт, как сказал уже мой муж, опыт бесценен. Очень много мы узнали нового, поняли, что есть впереди много того, к чему нужно стремиться, что можно узнать и чему можно будет научить. Мне в целом все понравилось. Я даже не знаю, как это описать словами. Нет слов, одни эмоции. Мне все очень понравилось. Зимой было очень холодно, летом очень жарко, но мы справились, мы познакомились с очень активной, очень хорошей семьей Солкиных из Алдана. Они сейчас наши друзья, мы обменялись контактами, когда будем обратно ехать домой, мы заедем к ним на чай. Вот. А организаторам Якутия-24 Министерству труда огромная благодарность от нашей семьи за организацию такого мероприятия, очень классного. Вот. И также хотим поблагодарить администрацию нашего Алёкминского района за содействие в участии. Не в первый раз поддерживают. Не в первый раз поддерживают. Огромное спасибо. Очень понравилось. Особенно вот первый день этих переправы, да? Поднимались, спускались, пещеры еще посетили. Мне понравилось. Это мероприятие было очень грандиозное. Некоторые моменты были как-то впечатляющие, где посещать такие места хорошие, красивые. Там не показывали нам.
спортивной семье, конечно, очень понравилось. Участвовать тоже как бы с нами они. Друзья, в этом году у нас, в этом сезоне летнем у нас участвовало 2 команды. И знаете, участие 2 команд имеет определенный такой специфический момент. Потому что когда 4 команды, это множество участников, это движуха, это какая-то вот огромнейшая суета. Но когда 2 команды, это вот бок о бок идет соперничество, идет вот такая вот напряженная интрига, потому что, ну, понятно, что проигравших в таких играх нет. Это мы проводим не ради того, чтобы кто-то выиграл, кто-то проиграл. Это объединение, в первую очередь, семей. Это дружба команд, общение, да, конечно. Обмен опытом. Знакомство, обмен опытом, обмен контактами на будущее. Я уверен, что все команды продолжают общаться после каждой передачи. И вот с 2 командами было в какой-то мере и по-своему интереснее, может быть. Акцента больше на увлечение команды. На каждого из участников. Мы смогли рассказать больше о каждом члене команды. Команды смогли раскрыться. И мы видели, как они достойно проходят, выполняют все задания. Мне очень понравилось. Этот сезон был и для нас, Дим, согласись, тяжелым. Мы ходили наравне с командами. Но виноваты в этом прежде всего сами, потому что, ну, когда мы посмотрели 4-метровый лоб, сказали, нет, нам нужно 10 метров. Да, и ушли вниз еще на 300 метров. Да. То есть вот когда ты переживаешь вместе с командами все эти испытания, идешь с ними бок о бок, питаешься из одного котелка, пьешь из одной бутылки, изнемогая от жажды, вот это вот действительно объединяет не только семьи, участники команд, но и всех нас. И надеемся, что вот подобного рода активности, они объединяют всех телезрителей, всех людей, которые занимаются туризмом, занимаются путешествиями, ну или только планируют этим заняться. Турслет! Всей семьей!